Акварель, карандаш, масло, ручка, пластилин и не только. На выставке «Экостеп Into Art» картины созданы привычными материалами, но вот бумага – основа основ картины в этот раз непривычная и для мастеров, и для посетителей. Переработанная бумага немного тусклее, рыхлее по структуре и плотности, далека от той, привычной для художников. Миранда Кишмария – автор 3 картин. Городские пейзажи написаны ручкой и акварелью. Признается, что работа с такой бумагой преподнесла сюрпризы. В первую же секунду разница ощущается прям колоссальная, потому что она, акварельная бумага плотная, а там она прям растекается, и эффект, честно, мне очень понравился, просто он непривычный для меня. Я даже решила, что я буду почаще пользоваться подобной бумагой, потому что эффект очень интересный. Творческие люди легки на подъем и активно подключаются к авантюрам, ведь для этой выставки 22 художника представили свои эксклюзивные работы, и их выставлено порядка 70. Картинами, выполненными в разных техниках, любовались, как и открытками, закладками для книг, конвертами, стильно оформленными художниками, созданными также из переработанной бумаги. Гостями выставки, конечно же, были и экологи. Интересно узнать, о чем же думает защитник природы, глядя на перерожденную бумагу. Есть выражение «капля точит камень не силой, но частым падением». Вот это лучше просто демонстрирует это правило вот в таком виде, которое можно увидеть. Во-первых, чтобы еще раз сделать каждую эту открытку, это объявление, карточку, визиточку, нужно еще раз потратить ресурс. А это что? Это живое дерево. А что такое живое дерево? Это мы забираем фактически кислород, который может дать органическое вещество, и самое главное, мы увеличиваем углеродный след. А все это снижает углеродный след и стабилизирует общее состояние. Путешествие бумаги – это один из проектов общественной организации, которая работает в области культуры, образования, связи с диаспорой. Проект переработки и защиты окружающей среды, пожалуй, самый заметный для общества. Ведь вопросы, связанные с сохранением экологии, возможности сортировки и переработки мусора, особенно в последние годы в обществе обсуждается активно. Наряду с той работой, которую осуществляет Абхаздеск, данная благотворительная выставка-продажа поможет шире заявить о том, как можно беречь природу с пользой. Количество бумаг мы очень много собрали. Вес почти, 800 килограмм, почти тонна. За короткий срок, можно сказать. Этой выставкой мы хотим привлечь внимание людей и на проблемы экологические, и на то, что можно перерабатывать бумагу, и то, что, чтобы помочь фонду Ашана, помочь детям, больным. Вот совместно с ними мы сделали эту выставку. Сотрудницы фонда Ашана не успевали за заявками. После официального открытия выставки в течение нескольких минут было куплено 3 картины. Самой первой покупательницей стала Алиса Пачалия. Вслед за ней представители одного из городских банков. Что касается заявленной стоимости, она варьирует от 1000 рублей до 15 тысяч рублей. Таким образом, очень выгодно можно приобрести работы известных художников, к примеру, Дианы Хиндба или Абшихагба. Директор культурно-благотворительного фонда Ашана Мактина Джанджоли отметила, что совместная работа, направленная на сбор средств, всегда дает положительные результаты, ведь важна любая сумма. Уже порядка 10 картин куплено. Очень надеемся, что данный проект полюбится нашим гражданам, и что это не последняя эко-выставка благотворительная такого формата. Во-первых, вырабатывается экологическое сознание людей, во-вторых, есть возможность поучаствовать в благотворительности, помочь тяжелобольным детям. Путешествие бумаги стало не только долгим и интересным, но и доброжелательным. Получившая вторую жизнь бумага пришлась по вкусу художникам, а написанные ими картины запали в душу посетителей, которые, в свою очередь, купив понравившуюся, смогли помочь в лечении хотя бы одного тяжело больного ребенка. Выставка-продажа продлится до 11 ноября. Асида Малия, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.